Вот свежая карта расстановки сил в Сирии и Ираке. Некогда огромные территории схлопнулись до двух небольших участков. И те вот-вот перестанут существовать. По данным армии США, в обеих странах за последние годы джихадисты потеряли 98% находившихся под их контролем земель и продолжают терять дальше. Но сами боевики никуда не делись. Вот статья в турецкой газете «Хабертюрк». Заголовок: «ИГИЛ угрожает Кавказу и Средней Азии. Террористы сосредотачиваются на таджикско-афганской границе», пишут журналисты со ссылкой на турецких военных. Об угрозах исламистов для Средней Азии говорится и в расследовании телеканала «Аль-Джазира». По их данным, за последние месяцы остатки отрядов исламского государства, разбитые в Сирии и Ираке, плавно переместились в Афганистан и усиливают там свои позиции. Вот карта региона. Силы исламского государства увеличили присутствие в первую очередь в афганской провинции Бадахшан. И именно у нее самая протяженная граница с Таджикистаном. Сколько террористов исламского государства сосредоточены сегодня в Афганистане, сказать сложно. Так, американские военные приводят цифру 800 человек. Но афганские органы безопасности утверждают, что куда больше. Именно оттуда боевики плавно перемещаются и в республики Средней Азии. Три страны региона имеют прямую границу с Афганистаном: Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. У них самая опасная ситуация. Из этой тройки в наиболее выигрышном положении узбеки. Граница между Узбекистаном и Афганистаном как крепостная стена. Перейти ее можно только через один единственный мост – Хайрабад. Плюс ко всему, именно узбекская армия сегодня наиболее сильная в регионе. В Таджикистане ситуация хуже, армия у страны слабая, граница с Афганистаном куда протяженнее, но есть и свой плюс – 5000 российских солдат и целая 201-я военная база Минобороны. Именно российские войска сейчас помогают патрулировать границу между двумя странами, о чем лично просил Владимира Путина во время последних переговоров таджикский президент Эмомали Рахмон. Если верить отчету The Military Balance, хуже всего обстоят дела с Туркменией. Страна закрытая, никакой точной информации оттуда не поступает, но, как считают эксперты, туркменские вооруженные силы самые слабые в регионе. Снаряжение у армии старое, более того, действуют еще советские уставы ведения боевых действий. Практики у туркменских военных нет, и ничего противопоставить боевикам, исламистам они не смогут. Плюс ко всему, Средняя Азия – родной регион для боевиков. Именно оттуда существенная часть воюющих в рядах ИГИЛа. Так, по неофициальным данным, в исламское государство из той же Туркмении уехали до 200 человек. Из Узбекистана, лишь по официальным цифрам правительства страны, отправились в ИГИЛ порядка 300 сочувствующих. Из Кыргызстана еще больше, порядка 500. Там религиозные фанатики активны в первую очередь в городах Ош и Джалалабад, граничащих с Узбекистаном.